В Сыктывкаре завершились Дни культуры Карткировского района. Финальную точку в недельном марафоне поставил Карткировский народный театр премьерным спектаклем «Калевала» по сюжету карело-финского эпоса. Спектакль полностью прозвучал на коми-языке и был поставлен на стипендию Союза театральных деятелей России. В атмосферу древнего эпоса погрузилась и наш корреспондент Наталья Муравьева. Девочки встали, да? Давайте в ряд встали все. Оля, зачем? За кулисами идут последние приготовления к спектаклю. Необычные костюмы и золотые головные уборы в форме коми-птицы, бабочки и медведя. Все наряды к постановке сшили в швейном цехе Карткировского дома культуры. Евгению Кирушеву досталась главная роль рунопевца Вяйни Мёйнена. Мужчина уже 10 лет играет в Народном театре. Бывший пожарный уверен, он полностью подошел на эту роль и по типажу, и по характеру. Мне самому нравится играть в театре, ведь игра мне помогает всегда быть в движении. Люблю ловить кураж. Летом я работал сторожем в Доме культуры. Вот там и репетировал. Удивительная страна Калевала. Здесь живут и действуют карельские народные герои. Рунопевец Вяйни Мёйнен, кузнец Ильмаринен, Саам Йогхайнен, колдунья Лухи, красавица Айна. Все они проживают особую жизнь. Вместе с героями зритель отправляется в необычное путешествие во времени, где из древних народных песен и рун сплетен единый сюжет. Практически бурмый. Очень хорошо, что у нас есть такие актеры, которые могут сыграть эпических героев. Ведь герои эпоса – это полулюди, полубоги. Разговор, образ жизни, их мысли – это не что-то бытовое. Они размышляют о жизни и о смерти. В их судьбах происходят глобальные вещи. Надо отметить, что постановка карело-финского эпоса далеко не первая для республики. Всего их было 3. По словам режиссера Анастасии Казаковой, текст в переводе с языка оригинала ученым-лингвистом Адольфом Туркиным на коми достаточно сложный, поэтому многое пришлось менять и придумывать заново. Повествовательный и длинный текст заменили на более действенный и динамичный. От себя лично и от главы Республики Коми Владимировича Лыба очень рад приветствовать всех организаторов, участников, гостей Дней культуры муниципальных образований Республики Коми. Карткировский район в 2021 году первым начал творческий отчет. По-моему, у коллег все здорово получается. Творческая делегация Карткировского района смогла покорить сердца зрителей Сыктывкара. В завершении вечера Карткировский район передал флаг и эстафету проведения Дней культуры Княжпогосскому району. Наталья Муравьева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.